W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Эту святую мшу справую за Ивана и Наталью о Божьем благословении для их и семьи и дару потомства. Сегодня в костеле, особливо мы, цмихалитки, переживаем урочистость святых. Святого Михаила Архангела. Michał imię tłumaczyca, kto jak nie Bóg. Gabriel, Bóg jest mocny, тому что он z силою Божою передає слово, яке Бог йому дав. І в этом слове, з этого слова, сьогодні користаємо ми всі в спавчому акті Ісуса Христа. І так само Рафал, читаємо книги Тавіаша, брат Рафала, який оздоровив Айца. Тавіаша, czyli Рафал, ім'я Бог лечить. Ми так само маємо своє ім'я, яке отримали подчас Хресту Святого. І тим найважнішим іменем ми називаємося дітьми Божими. Чи справді ми виконуємо покликання попри Хрест Святий, для якого ми покликані, як адорувати Пана Бога, а так само Його прославляти. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем власти в эту наисвятейшую ахвяру. Споведаемся Богу всемогутному. І вам, брати і сестри, що згрішив я вірні, думкою, словом, вчинком і занепанням. Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Пану Марію, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вічного. Аминь. Прославляем Тебе, дякуем Тебе, великой хвалы Твоей, Пане Боже, благодарю небесный, Боже, Ойше всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Иису Христе,
Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie traki światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na siebie traki światu, przyjmij molenie nasze, jaki siedzisz prawa różańca, zmiłuj się nad nami. Bo только Ty святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Аминь. Аминь. Gloria, in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Молимся. Предвечный Боже, Ты с дивосною мудростью вызначаешь обовязки анелам и людям. Просим Тебя, нехай наше життя на землі за все виховають аньоли, які нестомно служать Тебе у небі. Проспала нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог просущая и вечная. Amen. Читання книги пророка Даниэля. Я бачив, як ставили троны, и стародавний сел. Оденье ягоное было белое, як снег, а волосы на голове ягоной, як чистая волна. Трон ягоный был, як полымя огню, а колы, як палючий огонь. Вогненная река разливалась и вытекала от его. 1000 тысяч служили ему, а 10 000 десятков тысяч стояли перед ним. Суд сел, и развернулись книги. Бачу явно у ночных визиях, вось разом за блоками небесными и шел небо Сын Человечий. Наблизился он до стародавней, и был подведен до его. И дадена ему была улада, и гонор, и владарство, и все народы, племены и мовы служили ему. Улада ягоная, вечная улада, якая не одымется, и владарство ягоное не будет знищено. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Перед анёлами спеваю Тебе, Пане. Перед анёлами спеваю Тебе, Пане. Славлю Тебе усім моїм серцем, бо почув Ти слово в уста моих. Перед анёлами спеваю Тебе, кланяюсь перед святой Твоей святыней. Перед анёлами спеваю Тебе, Пане. И славлю имя Твое за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал, Ты почул меня, повеличил моц моей души. Перед анёлами спеваю Тебе,
Дякую тобі, Пане, всі короли землі, бо почують слово Твоїх уст нам. І заспівають прошники Пана, бо великая слава Пана. Перед анёлами спевают Тебе, Пане. Читание Апокалипсиса святого Яна. И взнялась война на небе. Михаил и анёлы ягоные воевали с Цмоком. И Цмок воевал до ягоные анёлы. Олени перемогли, и уже не знайшлося места для их на небе. И скинутый был Цмок великий. Змей стародавний, называемый дьяволом и сатаною, что сводит весь свет. И он скинутый на землю, и з им разом скинуты анёлы ягоные. І почув я голос моцний, який казав у небі: «Тепер настало збавлення, і сила, і володарення Бога нашого, і влада Христового, Христа Ягоного. Бо скинуты обвинуватця братов наших, які день і ніч обвинувачував їх перед Богом нашим. І вони перемогли його, дякуючи крові ягняті, і дякуючи слову свідчення свого. І не полюбили життя свого аж до смерті. Тому радуйтесь, небеси, і всі, хто населяє їх. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословляйте Пана всі ягоные могутці, слуги ягоные, які виконують Його волю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. У той час Єсус убачив Натанаеля, який йшов до його, сказав про його: «Ось справдний ізраїльтянин, у яким нема подману». Натанаель сказав йому: «Откуль ти ведаєш мене?» Єсус сказав йому отказ: «Перш чим Філіп покликав тебе, я бачив тебе, коли ти був під спокойницею». Отказав йому Натанаель: «Рабі, ти син Божий, ти володар Ізраїля». Єсус сказав йому отказ: «Чи ти віриш тому, що я сказав тобі, що бачив тебе під смоковницею? Убачиш боль за це». І каже йому: «Справді, справді кажу вам, убачите небо розчинене і аньолів Божих, які узиходять і сиходять на Сина Чоловічого». Це слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Восемь веков тому назад дідачина з Асижа, святий Францішек, якого будемо вспоминати 4 кастричника, постановив, що пойде і поклониться святому Архангелу Михайлу на горі Гаргана. Пройшов шмат дороги на ногах, коли став у горі, у вийстя, у печору, сказав сам собі, що я не годен, как моя нога стала на место, где объявился святый Архангел Михаил. Уклончив на колени и молился, не выходячи у печору. Записали так само люди про гэтага святого человека, який жил 10 недалеко. Гаригаргана в Сан-Джованни Ротондо про святого Айца Пио, что коли он был в стане агональным, czyli помирал, знаходился у своим покоем. А в гэтае самае хвилину, в гэтую самую гадзіну его люди бачили
перед фигурой святого Архангела Михала на горы Гаргана як молився. І так само сам неоднократно за життя, як він був добрим сповідником, своїм панітентам наказував, як за покуту, как пошли и поклонились святому Архангелу Михалу. Говорил, там 100 разов больше отримаете. Сестра кармелитанка, босая Филимена, которая жила в местечку Сан-Колумбо на краю Испании, у своих молитвах питала каждый день, что я маю учинить, как дать еще большую хвалу Костелу и Христу на земле. И pewnego razu objawił się jej święty Archanioł Michał i ona pisze, что 3 раза ей сказал, как я расповедала хвалу Его, как я обещала Его могутность, как вообще говорила про Его великую моц, какая дана Ему Паном Богом. Браты и сестры, дети, молодь, я тут перед вами есть в этой урочистости, как сказать, про великую речь, каким является святый Архангел Михаил. Маем тут по правой стороне выяву этой фигуры. И она приезжает с того самого места, где были объявления святого Архангела Михаила, с той самой горы, с горы Гаргана. Эта фигура може не має взросту, так як оригінальна 130 см, вона тут має 90 см. Але вона показує святого Архангела Михаила, який у руці тримає меч і хоче боротися. Не хоче перебороти того, хто знаходиться під лівою стопою його. Люцифера, бо він вже переодолений, він його вже поконав. Але руку має піднесену, бо хоче побороться за твое и мое життя. Бо поэтому он был Богом створенным, как показывать на Бога, хто коли не Бог. З hebrajskiej mowy Mikael тлумачится его имя. Ставячи Бога на первое место, и он переодолевая борьбой дьявола, про якого мы сегодня читали, что отбылась великая борьба на небе. Михаил и его ангелы боролись и выступил до борьбы. Смог его анioły, а и не переодолел. Был побитый, был скинутый з неба той, який зовется душ стародавний, альбо дьявол и сатана. И сегодня на земле уводить души людские, хочет нас переодолеть. Есть rzeczy от 2018 года с фигурой святого Архангела Михаила с горы Гаргано по перегринациях бачу шмат cudów i znakov, jakie Bóg dziejnicze podczas tego czasu. Nie tylko tego czasu, ale człowieka, jaki dzieci w jakiś sposób особливый хочет znaleźć Boga. Niektóre ludzie podchodzą do figury świętego Archangela Michała, szmat podchodzą, dotykają. Szmat ich tam rozstawiają swoje intencje spisane na karteczkach, wielmi intencje mocne, potrzebne naprawdę współczesnemu światu i ziemiom. Святый Архангел Михаил хочет показать на Пана Бога и хочет показать, что его моц проявляется только и выключно Богу. Когда у початку перегринации мы были с фигурой в таком городе, как Живец, шмат людей заходило, выходило у костел, который там называется Головой Катедра. Нескольких месяцев, альбо шмат месяцев позднее, эта самая фигура была у другой части Польши. Бо Живец туда, под Словакию, была аж у Гданьске, это кусок дороги. И пришла женщина, как дать посвящение. А может, я была на этой, подчас этого наведывания фигуры святого Архангела Михаила у Живце? Цалком припадково. Была там якась група, из якої ми там звідвали місцевість, Живець, півзавод і так далі, різні речі, які там, звісно, цікавші. І в певному моменті був час вольний. Подчас цього часу вольного я стрималася перед костюмом, лежу середина дня, люди входять, виходять. Інтересно, нема свята, ні урочистості. Постановила я подойти, поглядеть, що таке відбувається. Перед костюмом став брат законний, який продавав різні пам'ятки, зв'язані з перегринацією фігури святого Архангела Михаила. Продавав так само шкафлери. И сказал, что можно принять шкафлер святого Архангела Михаила, говорит эта женщина,
и я постановила принять шапку святого Архангела Михаила. И молиться этой молитвой каждый день. Святый Архангел Михаил, бережи нас у змагании. Бережи меня у змагании. И говорить так, мяло было б об чим молиться. Шмат месяцев тому назад мужик утек с хаты. Дети так само повыезжали с дома. Я себе задала питание, что здарилось, что есть причина. И постановила молиться этой молитвой и спитать Пане Боже, какая это причина во мне, тогда не зразумеет. И поможи мне принять. И вот так, после нескольких месяцев молитвы, что темной молитвы, неустанной молитвы до святого Архангела Михаила, Бог показал мне, что причиной разладу и распаду семьи была я, мой характер. А я думала, что это муж, что это дети, что это они заглушают мой внутренний спокой. Я на всех скидала эту проблему. И далее начала молиться этой молитвой, как мне Бог дал еще одну шансу урятовать нашу семью. И несколько месяцев позднее никому про это не говорила. Муж сам вернулся. А говорит, жонка, может, попробуем давай еще раз. Попробуем урятовать нашу семью. Дети так само вернулись на хату. И вот эта женщина, мы сегодня уже з'являемся несколько месяцев доброй и кохающей семьей. И все это я вдячна святому Архангелу Михаилу, який показав мені правду во мне. А в Святом Писании написано, познаете правду, а правду вас визволить. И помог врятувати мою сім'ю. Шмат прикладов могу давать, такие, какие были подчас этих нескольких годов, что я езжу на пеленации фигуры Святого Архангела Михаила. А это только является знаком и прикладом для нас, как нас заохотить. Еще способ особливый. Может, в наших стадионных молитвах, вот этой молитвы, которую мы отправляем у нашей святыни после кожної святої душі. І може, заправді маємо шмат тяжкостю і турботу, які дійсно нас непокоять. Как мы могли просить святого Архангела Михаила, как він мог нам допомогти. Стоячи у сьогоднішню урочистість, варто себе припомнити, може, який спосіб об'явився святий Архангел Михаил. У смішному знакі. Хтось не сказав, даже Бога там нема. Был богатый человек, это было год 490-й, местечко Сиконд. Этот богатый человек был водором войска, проводыром, жовнером. Але так само имел хобби, пассию, статок пригожих быков. Одного разу один из наидорожейших зверов загубился. Наказал шукать, нашли. Пришли до господара, говорят, две новости. Одна добрая, другая дрянная, как пальцы. Добрая такая, что мы ведаем здесь мир. Дрянная такая, что высоко в горах. Мы его оттуда не снимем. Пришел господар, убачил звера, здоровался, вытянул лук, выпустил стрелу, хочет забить. Але цудовный, у неясный способ, надземный способ стрела завернула и трапила у ногу стреляющего. Пробовал себе вытлумачить, але не мог вложить это в голове. Жовнером был, стреляю вперед, летит вперед, а тут она вертается до меня. Иди по раду до бискупа. Сегодня уже святого Лавренция, рассказывая все, Лавренций говорит, треба поститься и молиться. И пытаться, коли это знак Божий, как мы его умели читать. И сам бискуп молится и постит. И на третий день, указывается, является святый Архангел Михаил, который говорит такие слова. Дозвольте, что прочитаю. Я, Архангел Михаил, стою перед обличием Бога. Печора просвечена мне. Я сам оховываю ее. Там, где расступается скала, будут пробачены человечьи грехи. Молитвы, какие вы будете тут заносить до Бога, Бог выслухая. Иди в горы и посвяти эту печору для христианского культу. Христи, Архангел Михаил объявился у печоры, але в сучасном свете этой наиважнейшей печорой является сердце твое и мое. Вельми часто наполненное ненавистью, непробачением, незразумением, злостью. И там хоча объявиться святый Архангел Михаил, який хоча завести лад и порядок Божий, той сам лад и порядок, який он завел в небе, коли мы отчули, что отбылась великая борьба на небе. Там, где расступается скала, будут пробачены грехи людские. По сегодняшний день до этого места святого ездит что год больше, чем 2 миллиона пилигримов.
Некоторые из них приезжают только из цікавости. Вот здесь небо як у байцы почули и прочитали, что святый Архангел Михаил объявился с долотом и с молотком и выкуп себе сказу. Некоторые говорят сучасного света, что объявился с пневмомолотком и выдобыл себе гроб, где живе. Але з того місця, браті і сестри, виїжджають перемінені. Чому? Як моє співбрати, які там працюють, говорять, некоторі сповідаються після 10, 30, а навіть 50 років, а пошли сповіді. Бо дійсно в певному моменті не повірили в Божу милосердність. Бо святий Архангел Михаил сказав, бо там, де лопнула скала, там лопне серце чоловіче, розсипеться. А будем шукать Божої любові. Молитви, які будете узносить до Пана Бога, вислухай, іди в гори і посвяти эту вечеру. Як ви думаєте, пошел біскуп? Та як і ми часами неохотно хочемо виконати якесь добро. Не пошел освятить эту вечеру. 2 года позднее, год 492, германские войски нападают на городок Сипов. Biskup, zaniepokojony całej sprawą, молится до святого Архангела Михаила и постить на третий день указывается, з'является святый Архангел Михаил и говорит, докладно место, час, тактику, якою буде переодолена войска неприятелей. Эта ситуация примушая бискупа как пойти по аппарату уже не подозвол до столицы апостольской. Але коли хотел уже это учинить, з'явився ему третий раз святый Архангел Михаил, который сказал такие слова. Покинь ідею освячення печори, я вибрав її як місце свого пробування і уже сам освячу разом со своїми аньолами. Ти йди в гори, знайдеш там знак на скале, мою вияву, алтар, палій і криш. Ви тільки войдите в печору, помолитеся і відправте на святейшую ахвяру і убачите, як я сам освячаю эту печору. Это єдине місце на землі, якое было консекровано, посвященное не рукой людской, а рукой аневской. Нема больше такого места на земле. Когда бискуп пришел на место, альбо пришел на то место, в этот день была великая спекота. И Бог послал знак для людей. Как бы люди уже начали слабнуть, а маль бы ледь падать, и Бог послал знак. И этот знак есть на этой фигуре. Гэты орол, які ёсць на левой руцы святого Архангела Михаила. А не одного. Их там было сотки орлов, якія, летючи своими крылами, утворали тень, что люди беспечно дошли и отправили чинности литургичные и вернулись до выполнения своих обязанностей. Бискуп, когда пришел, нашел там алтарь с камня, приготовленный не рукой людской, а анельской, усланный обрусом шкарлатным. На этом обрусе был крыж, палий. Палий отрымовывают бискупы, которые имеют митрополию. У нас есть только один митрополит, Юзеф Станевский, он имеет палий. Палий это такие широкие пасок, который он убирает. Он опирается на 2 раменях, плечах. И сзади так само такие широкие пасок, он робится с волчей бавовны. Палий отрымовывает только выключно с рук самого папы. Każdy biskup nie może z kogoś drugiego, tylko sam papa ma prawo nałożyć pali. W taki sposób. Что это означает, что бискуп нашел пали? Какую владу ktoś тебе сказал? Это означает то, что это слово, которое Иисус говорит, что свяжется на земле, альбо что развяжется на земле, будет так у небе. Так ладно так. Коли на меня бискуп наложил руки, и я отримал сукцессию апостольскую, от этого момента Пан Бог в небе достал золотое перо и перед моим именем я выкреслю 2 литерки КС. Все, альбо колисти, як хтось бискуп отримав всякую біскупію, одразу это Бог в небе акцептує ту саму хвилину, не роздумує, чи належить чи ні. І коли хтось отримав владу якусь, альбо митрополію, альбо бути кардиналом, Бог одразу это акцептує. Але для нас ще більша радість проявляється у тим, что коли я иду в конфессионал и добросумленно вызнаю свои грехи, исповеди, до якой родней добросумленно приготовался, и с другой стороны я чую, и я отпускаю тебе грехи,
Та який би гэта грэх не быў, Бог табе яго, браці і сёстры, прабачыў. Нават найгоршы грэх. Калі ён сапраўды, ты яго вызнаў і з яго раскаяўся. І каб ты выйшаў з святыні і за дзвярамі сустрэў д'ябала, сатану, тварам твар, то ён знае пра твае дрэнныя звычкі, пра твае грахі, але пра цябе нічога не сказаў, бо Бог гэта змазаў, заказаў яму пра гэта гаварыць. Поэтому вельмі часта, калі ідзеш на экзарцызм, молитву экзорцизма, как помогать кому-то в молитве, то варто высповедаться нават з найменшого греху. Бо злой дух мог бы зацепиться за цей грех, і того, хто молиться, щоб його вивести з рівноваги, висміять публічно, завстидіть. Видно, що я перестав молитися, як він буде. Але після сповіді чоловік тотально отримовує чистую нове життя, яке варто собі заховати, як не довжив. Нашел там так само Палій, крыж, так само нашел знак. Этим знаком по сегодняшний день там есть на горе Горгана нога, отбитая у скале дитяти. Этот знак пилигримам не показывает, целый дома каждый пилигрим хотел бы отдохнуть, облизать, наполнить этой святостью. Ну и все, и потом их связали, были эти знаки, там есть. Они там схованы, как бы это был знаком, был это знак, а не там как чапаться на его. Как кто не верит, пришел, убачил и поверил. И когда кто не верит на слово, как мог убачить, святый Томаш убачил и поверил. Благословленный той, кто не бачил, а поверил, святый Томаш. Просим за тем, братья и сестры, подчас сегодняшней урочистости святых архангелов Гавриэля, Рафала и Михала, как мы могли так само в нашем житии встать у обороны Пана Бога, как мы могли просить их заступництва, шукать Бога в нашем житии и скористать того добра, какое Бог хочет нам дать по просветных святых заступников. Бог только ли не Бог? Аминь. Веру в единого Бога и там всемогутного Творителя, не боится земли. Сына Божьего одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога справдного от Бога справдного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба, и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, об этой Писании, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Анна и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилуй и життя вечного в будущем свете. Надеемся на допомогу святых архангелов Михаила, Гавриэля и Рафала, Иисуса до Бога нашей молитвы, молимся за всех христиан, потому шановали годность, якой одарил их Бог тебе совсем. Выслухай нас, Так Пане. как кто благодарности, как под опекой святого архангела Михаила, и был переможный бой с князем Темрой и Святочием. Выслухай нас, Пане. За детей и молодь, как архангелов Рафал, вел их до Бога Святочием. Выслухай нас, Пане. За Ивана и Наталью о Божьем благословении для их и семьи и дарах потомства за причиной святого Гавриэля, архангела Святочием. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, присутних, как мы с вдячностью прославляли Бога, який призначил нас для вечной хвалы и Святочием. Выслухай нас, Пане.
Приношу снизенная, кто тебе хоть раз познал, счастье не находит, сердцем отчуваю, что тону навекания пляшу, пришитого сияние. О, любовь милосердная, о, любовь милосердная, о, любовь милосердная, о, любовь милосердная. Молитесь, как мою и вашу, и охрану принял Бог, и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме отряд из рук твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костюму святому. Всемогутный Боже, мы складаем Тебе ахвяру, прославление и покорно Тебе просим. Нехай святые анёлы занесут Тебе перед обличием величия Твоей. Прими ласкавый, приведи нас до вечного славления в Христа Пана нашего. Аминь. А Пан с вами. И с Духом Твоим Укору сердцеві. узносим и до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Водна это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Табе, святы Отче, заўсёды і ўсюды складалі падзяку, і каб мы абвяшчалі Твою хвалу. І кая зяе в анёлах і арханёлах, камалі мы аддаем честь пашану анёлам, якіх Ты стварыў, то праслаўляем Твою дасканаласць і магутнасць. Найвышэйшае хараство і годнасць небесных духаў сведчыць нам, што Ты бясконцы і годны любові боль за ўсе стварэнні. Мы з радасцю далучаем свае галасы да хораў анёлаў, якія праз Пана нашага Ісуса Христа праслаўляюць Твою веліч, разам з імі усклікаючы. Святый, святый, святый Бог могуча, небо и земля, помни хвалы Твоей. Хосанна, хосанна, хосанна на вышине, хосанна, хосанна, хосанна на вышине. Поэтому кто приходит в имя Пана, хосанна, хосанна, хосанна на вышине, хосанна, хосанна, хосанна на вышине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостола Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery uwziął kielich, znów Tobie podziaku składający podał swoim uczniom, każuczy: «Bierajcie i pijcie z jego wsie, bo to jest kielich
krwi моей нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память. Это великая таемница веры. Решаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего престолу. Wspominając śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, oferuję darowanie chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, внимающих тело и кровь Христа, Дух Święty собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiany po всем świecie, udoskonale w любови razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem i усім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї вийшов з этого світу, і дозволив убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, zmiłuj nad усіми нами, как мы заслужили удел życie wiecznym, w jedności z Najświętейшей Bogorодицей Panной Maryjой, со святым Józefem jej rannikiem, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II и всеми святыми, які з веку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христови у Христе, Тебе, Божа Ojca Всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, разу веки вечные. Молимся, Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, Который есть в небе, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого. Дай ласкаво с упокою в дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от страху и захованы до всякого неспокою, czekali исполнение счастливой надеи прийścia Zbawcy нашего Иисуса Христа. Вот Твое володарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój dаю вам. Proszę, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego. I bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a darujcie go supokojem i jednością, jaki żywiesz i władarisz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsody będzie z Wami. Передайте ближнему знак супокою.
Будь бараник Божий, пусть той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, не так, как ты большой времени, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Милосердный Боже, покорно Тебя просим, как мы, умацованные небесным хлебом, под надейной опекой святых Твоих анелов шли наперед шляхом избавления, раз Христа Пана нашего. Аминь. Яви. 30 вересня завтра у понеділок у пам'ять святого Героніма, пресвітера і доктора костьола, другого кастричника у середу успоминаємо святих аньолов-охоўнікаў, яких кожен з нас має. Про їх так само будемо розповідати. 4 кастричника у п'ятницю успомин святого Франтишка Асійського. 5 кастричника у суботу будемо вспоминати святую Фаустину Ковальську, выява якой знаходится в нашей святыне по левой моей стороне. У нас так само есть реликвии святой Фаустины, в особливый способ будем ее шановать. За тыдзень 7 кастрычніка у понеділок урачыстасць Маці Божай Ружанцовай у нашей парафии галоўнае парафіяльнае свята. Отпуск отбудется у 19:00. Святую мшу узначаліць отец Олег Шендра, капуцин, який працює у парафії святого Франтишка Асійського у Мінську. Ружанцове набоженство розпочинаємо так само, хоч воно у нас триває, в особливий спосіб воно буде тривати з розважаннями перед кожною святою таємницею. Кожний день у 18:20 перед святою мшою молимося ружанцям. Пам'ятаємо про слово Марії у Фатилі: «Діти, щоденно молитеся на ружанці, как выпросить супокой у свете». На этом дне выпадает первый вторник месяца день молитвы до святого Архангела Михаила, четверг месяца день молитвы о новых покликаниях, пятница до сердца Иисуса и суббота до бездоганного сердца Марии. Припоминаю, что в нашей каплице отбывается катехеза, яка розпочалася уже от четверга, а от суботи ми розпочали катехезу у гэтым будинку червоним. Уже теперь нагадываю детям и батькам и прошу, как тамака поза катехезой не ходить. Есть так званые плиты дорожные лежать, по их пригоже спацируем. У сальку катехетичную отбывается катехеза, и можно пригоже вертаться. Не сходим ни вправо, ни влево, бо там так само пляц будовы. Пока я его не могу огородить, бо мы занимаемся огороджею, як бачите. Але і так само подчас святої мши звертаю батькам, как там діти поза этой сеткой території не бігали, не гуляли. Бо часами можуть споткати: «А я теж ксьонд закрив, а там моє дитя пройшло і сміється хтось з батьків. О, моє дитя пройшло і там гуляло». Думаю, ну так, гуляло. Ксьонд справляє мшу, повинен проривати святую мшу, пойти дитя викинуть. А то, що гуляє на пляц будову, це смішно ще. Це непомажная справа. Поэтому кладу вам на сумление, батьки, как там дети поза, коли треба, не ходили, и по их дорожные, по их проходим, там отбывается. Можете, батьки, так само туда зайти, можете поглядеть, побыть там, можете так само, как сестрам дозволить поудельничать за их религии. Так само, что если припомните, а может навчаешься, научиться, но коли ласка можно, коли стать это раздание какое-то, уже амаль маем паспорт. Ну, в данном результате тут же всего можем пользоваться и пользуемся уже легально. Так. Адорация Пана Иисуса на Святейшем Сакраменте каждый день от 14 до 19. Так само есть часописа Валдаграй для детей, коли ласка говорите, читайте, распознаете. А для дорослых Ава Мария, коли ласка так само читайте. Но это все я набываю для вас, как вы развивались, не только я только вам что-то говорю, а вы так само количество могли за мной чуть-чуть позвониться, цікавым, что там вы читаете. Дякую за херування на будову спільної індивідуальної молитву, за спів я праву літургічну і за прибирання каплиці, так само тим, хто дежурив. Помолимся за тих, хто на таким тижні святкує дні народження, іменини і ювілеї, хто чекає народів дітей, за Поліну і її батькових розпис на ходу хросту, за добродеїв херодавців нашої парафії, так само нових добродеїв будівництва санктуарія Божої милосердності, за нас, отдаючи пособку Матці Божої Ружанцової, Твоєї обороні віддаємося. Святая Богородица, у наших потребах не помягчай молением нашим, и
і всякої злої пригоди, вибавляй нас заўсёды. Пана хвалебная і благословенная, о Пані наша, опекунка наша, суцяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас появляй, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас покарай. Молодь Серебранки запрашае дзяцей з возрасту от 6 по 11 класс принять удел у гульнях, регулярных гульнях, которые будут адбывацца рознага типу, магчымасць пазнаць кагосьці, таксама скарыстаць добрых сяброўства, а таксама пазнаць якісь новыя гульні. Початок першая гульня адбудзецца 6 кастрычніка у 15 гадзін. У Серебранцы записываться можно по телефону, плакат пока у меня, и там телефон таксама на ім висить, але потом я его завешу, там можно будет его скористать. Так само ksiądz Александр сегодня запрашает 15 године на отпуск у вёску Гатова, когда вас кто захотел, можно заехать. Там так само отпуск кушти святого Архангела Михаила. Примите Божие благословение, доброе, чтобы есть, чтобы вернулись, а тут, знаете, были разве 6 месяцев, 3 месяца на съездах. Нехай добрый Бог вас облагословит лаской. Папочку припоминаем дар, обовязок с хросту святого, что обещали, что ваши дети будут выхованы у вере христианской. Ее сестра Анна, за якою можно и записываться на веру христианскую. Пан с вами. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокой Христа. Дякуємо Пану Богу, Святый Архангел Михаил, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і власти Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас будуть свою спасіться. Амінь.